Добрый день, уважаемые жители Лишевского района. Сегодня 12 мая, и в администрации района мы проводим брифинг по профилактике коронавирусной инфекции. На брифинге участвует заместитель главы администрации по социальным вопросам Рамиль Назимович Хаирдинов и заведующий кабинетом медицинской статистики Верхнеаркеевской центральной районной больницы Гульназ Решатовна Нуриева. Чтобы ознакомиться с общей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в республике, слово передаю Рамилю Назимовичу. Добрый день, уважаемые жители района. По информации Республиканского штаба по борьбе с распространением COVID-19 в Башкортостане зафиксировано 36 497 случаев заболевания. Прирост за прошедшие сутки составил 90 случаев. На сегодняшний день в стационарах республики лечение получает 152 человека. Из них в тяжелом состоянии 15. Подключенных к аппарату ИВЛ 2. На амбулаторном лечении находится 1781 человек с легкой формой заболевания. За сутки выписано 106 пациентов. Всего за период пандемии 34 086 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 2 случая смерти от COVID-19. Всего умерших 478. Количество случаев внебольничной пневмонии за сутки составило 126 человек. Выписано пациентов с пневмонией 107. А теперь ознакомимся с текущей ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в районе. Гульназ Решатовна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые жители района. По состоянию на 12 мая 2021 года всего за весь период наблюдения выявлено 601 подтвержденных случаев COVID-19, плюс 7 случаев за прошедшую неделю отмечается на сегодня. Из них выздоровели 591 человек, это составляет 98%, плюс 28 выздоровлений за неделю. В целом по району, начиная с февраля, отмечается снижение темпов выявленных новой коронавирусной инфекции с кратностью в 2 раза, и из месяца в месяц у нас идет пока спад выявленных случаев. На амбулаторном лечении на сегодняшний день находится 7 пациентов, на стационарном лечении в инфекционном госпитале находится 1 пациент. В нашем районе зарегистрировано за весь период наблюдения также 2 случая смертности от новой коронавирусной инфекции. Спасибо за информацию. А как проходит у нас вакцинация против коронавирусной инфекции? С начала периода вакцинации мы также продолжаем получать пока один вид вакцины, это ГАМКОВИД-2 или Спутник V. На сегодняшний день в наше учреждение поступило 2665 доз вакцин. В остатке на сегодня имеется 619 доз для проведения первого этапа вакцинации. И на сегодняшний день проведено 2046 вакцинаций. И из числа привитых первым компонентом охвачено 736 человек, вторым компонентом 1310 человек или 64%. Но охват в нашем районе по вакцинации в целом составляет 14,5%. Это довольно низкий процент. Мы в целом по республике также находимся в числе низко вакцинированных в целом Лишевский район. Напоминаю, что у нас для того, чтобы мы организовали защитный популяционный иммунитет по коронавирусной инфекции, наша целевая цифра это 60%. Поэтому, уважаемые жители района, я также призываю вас вакцинироваться вот именно сейчас, когда идет спад выявленных случаев в нашем районе, когда у нас еще нет таких запланированных вакцин от сезонного гриппа. По сезонному гриппу вакцинация у нас начинается в сентябре, в октябре месяце, поэтому для того, чтобы успеть и на эту вакцинацию, у нас до сентября надо вакцинировать пациентов с против коронавирусной инфекции тем, кому показан. Показано это, еще раз хочу напомнить, старше 18 лет, все подлежат вакцинации. Имеются противопоказания для проведения вакцинации, это беременные женщины. Также мы медотвод даем тем женщинам, которые планируют беременность, женщины, которые находятся на грудном вскармливании, и те пациенты, которые болеют либо острыми состояниями, либо обострениями хронических инфекционных заболеваний.
Проводится у нас вакцинация в 2 этапа. После введения первого компонента, второй компонент вводится через 21 дней, и защитный иммунитет вырабатывается на 42-й день после второй вакцинации. Вакцинация также продолжает у нас проводиться на втором этаже здания поликлиники в кабинете номер 2, обязательно после осмотра врача-терапевта в кабинете 2А. Необходимо подходить с паспортом и с НИЛСом для того, чтобы мы вас могли своевременно внести в Федеральный регистр вакцинированных, для того, чтобы вы также своевременно получили сертификаты с QR-кодом на портале госуслуг. Для получения таких сертификатов у вас должен быть обязательно личный кабинет на портале госуслуг, который также у нас утвержденная учетная запись. Еще раз перепроверьте свои личные контактные данные на портале госуслуг для того, чтобы они были верны и для того, чтобы вы своевременно получили сертификат о том, что вы сделали 2 этапа вакцинации. Кроме этого, у нас работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт, населенные пункты на базе передвижного ФАПа. 12 мая будет выезд в Кушбактинский сельский совет, 14 мая будет в Урметовский сельский совет. Эти жители также могут подойти для проведения вакцинации на передвижной ФАП. В обычные дни вы можете также подойти в любой день, в любое время на вакцинацию, потому что у нас имеются в наличии однодозные вакцины и обязательно по предварительной записи. Запись вы можете осуществлять через портал госуслуг, через мобильное приложение к врачу или республиканский сайт Доктор РБ, по единому контакт-центру 122. В ситуационном антиковидном центре также проводят запись по номеру 8 347 218 19 19 и наша регистратура Центральной районной больницы по номеру 56182 также может вас записать на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Спасибо за подробную информацию. Завтра у нас 13 мая, по всей стране отмечается праздник Ураза-Байрам. И как будет работать медицинское учреждение в этот праздничный день? 12 мая, то есть сегодня у нас сокращенный рабочий день по приказу Министерства здравоохранения Республики Башкортостан на 1 час. 13 мая у нас организован прием дежурных врачей-терапевтов и педиатров с 8 утра до 17:00. Также будут приниматься неотложные вызова до 16:00 и имеется график экстренных дежурств узких специалистов, таких как акушер-гинекологи, неврологи, УЗИ-специалисты, хирурги и так далее. На случай экстренных состояний наши врачи также дежурят и вызываются в приемное отделение. Телефон приема вызовов до 16:00 для взрослого населения 56182, детское население по номеру 53107. Спасибо за информацию. Рамиль Назимович, скажите, пожалуйста, как будут проводиться праздничные богослужения в мечетях района, какие будут рекомендации? Уважаемые жители района, в преддверии мусульманского праздника Ураза-Байрам 13 мая в связи со складывающейся эпидемиологической обстановкой прошу обратить внимание на необходимость соблюдения положения указа главы Республики Башкортостан номер УК-111 от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с рекомендацией Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, в соответствии с которым установлены ограничения при осуществлении деятельности культовых сооружений на территории Республики Башкортостан. На основании данного указа и письма Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан религиозным организациям при посещении гражданами религиозных объектов необходимо обеспечить в том числе соблюдение требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, органов дыхания, маски, респираторы, установку у входа в здание помещения средств для антисептической обработки рук, проведение мероприятий по дезинфекции помещения, регулярное проветривание и влажная уборка, дезинфекция, обеспечение входной термометрии, соблюдение социальной дистанции при
одновременном нахождении внутри религиозного объекта количество граждан, исходя из расчета 1 человек на 4 квадратных метра. Ограничения на участке религиозных обрядах и церемониях, проводимых в помещениях религиозных организаций, лиц с высоким риском тяжелого течения COVID-19, население старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом, с рекомендацией о предпочтительном проведении таких мероприятий на дому, либо на дистанционном формате. Проведение разъяснительной работы среди верующих в отношении мер профилактики инфекции. Спасибо за информацию, уважаемые жители района. На этом мы завершаем наш брифинг. До новых встреч!